поддержку нашей инициативы по проведению республиканского молодежного форума. Приобщить молодежь к труду и получить. Если я 2 слова не сказал о выборах, вы меня освистали и прогнали с трибуны. Ну что такое через 4 дня выборы, очень знаковые выборы в Государственный совет Татарстана, он ничего не сказал. Хочу этот пробел восполнить. Я, обращаясь к молодежи, к студентам, знаете, хочу сказать, что такого в избирательной кампании в Республике Татарстан еще не было. И вот почему. Мы 3 года будем в избирательном процессе. В этом году выбираем депутатов Государственного совета, на следующий год президента республики и глав поселений, депутатов всех уровней местного самоуправления. На следующий год будут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Год передохнем, потом выборы президента Российской Федерации. Каждый год выборы. Каждый год выборы. И это такой политический уровень жизни республики, безусловно, поднимет на новый план. Инициативных людей много. Почему я ответственно говорю, что это будет период проверки на жизнеспособность властей всех уровней депутатского корпуса? Только потому, что много политических партий появилось в стране в последний год. Знаете ли вы о том, что в Татарстане зарегистрировано 65 политических партий? Представить трудно. Опознать их, все их детали, этих политических партий, лидеров, их историю, их предвыборные платформы и программы, просто, наверное, трудно. Поэтому выборы идут активно. По сравнению с 2009 годом, дорогие друзья, на одно место в избирательном округе, в одномандатном, 4 кандидата с вишней. 7 политических партий участвуют в борьбе. Молодежь, в отличие от тех, кто там со скептикой говорит, не та молодежь у нас пошла, я скажу, молодежь очень креативна, политизирована в части того, что они хотят занять достойное место, и я надеюсь, что вы будете участвовать в избирательной кампании. Уверен, что добрые дела, набранный темп развития нашей республики, правильно выбранный ориентир, активность президента, который возглавил партийный список нашей партии, Единой России, позволяет нам обращаться к молодежи. Голосуйте за нас. Будьте с нами в решении непростых задач, которые предстоит решать и в следующем десятилетии. Тогда, когда вы выйдете в большую жизнь, завершая свои высшие учебные заведения. Тогда, когда внешние факторы серьезно действуют на экономику России, не безразличны проблемам на Украине, девчата. Я думаю, смотрите телевизор, где идет война внутри украинская и много беженцев. Вопрос касается достаточно усугубившихся отношений, российско-украинских отношений. Когда появляются такие факты, что используются межнациональные отношения между разными народами в качестве разменной монеты. И в данном случае у меня такой вопрос связан с тем, как в нашей республике не допустить, наверное, подобных ситуаций, как укреплять наши межнациональные, межконфессиональные отношения и как их продвигать дальше. Спасибо. Вопрос глубокий. Важно, что он задан. Мы тоже через это делаем вывод, что наша молодежь, подрастающее поколение, и эти вопросы беспокоят. Это радует. Вообще говоря, об украинском конфликте я затрачу еще 5 минут времени, чуть подробнее остановлюсь. Беспокоит многих. После того, как на Киевском Майдане ненацисты, националисты, хунта это подняла борьбу с действующей властью, прогнали Януковича, помните, действующего президента, угрожая ему убийством, расстрелом, там не знаю чем. Часть жителей Украины, которые жили в Крыму и в Севастополе, приняли решение, предчувствуя, что эта ситуация очень усугубляется, провести референдум, где 96% населения приняли решение о возвращении в Россию. Примите нас в Российскую Федерацию. Мы были там, в одной стране же жили. И Россия сделала ответный шаг.
Ну и что нам оставалось сделать? Мы видели усугубление ситуации. И Владимир Владимирович Путин, и органы государственной власти федеральной приняли такое решение, и они сегодня равноправный субъект Российской Федерации. И Крым, и Севастополь. Но война идет. И этот урок на Украине надо делать выводы всем. В первую очередь украинцам, крымским татарам, которые там живут, русским, нашим землякам, которые в 20-е годы, голодных лет в Поволжье, в 20-е годы, первым приютил же нас Украину. Уехали же на шахты Донбасса наши отцы и деды, чтобы не умереть с голоду в Поволжье. Сегодня люди второго-третьего поколения пишут нам оттуда, молодые люди, как вы, спасите нас. Можно ли вернуться в Татарстан? Мы здесь не видим просвета, мы боимся, что мы не просто образование получим, мы тут жить не можем. И вы, студенты, если увидели беженцев с Украины, с пониманием к этому отнеситесь. Не дай Бог, чтобы случилось это где-то в нашей стране. И тогда эту беду ты почувствуешь совершенно по-новому. Извините за длинный монолог. Затронули.